Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире новости на канале таджикского телевидения, в студии Улугбек Салимбекзаде. И к основным новостям к этому часу. В целях усиления противоэпидемических мер по предотвращению распространения новой инфекции COVID-19 врачи отмечают, что, следуя рекомендациям специалистов-медиков, при поддержке жителей можно предотвратить распространение инфекции коронавируса в Таджикистане. По информации Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан, в настоящее время в стране зарегистрировано небольшое количество случаев инфицирования новым коронавирусом COVID-19. Однако населению не следует проявлять беспечность, так как в большинстве стран мира наблюдается ускоренное распространение этой инфекции, что вызывает обеспокоенность мирового сообщества. Основной причиной случаев заражения коронавирусом специалисты называют халатность, несоблюдение определенных сроков самозащиты граждан, вернувшихся из-за границы. Других рекомендаций, а также неиспользование масок. В связи с этим от каждого жителя страны требуется неукоснительно следовать рекомендациям специалистов в этой сфере, пользоваться масками в общественных местах и другими дезинфицирующими средствами. Только следуя рекомендациям специалистов-медиков и при поддержке жителей можно предотвратить распространение любого заболевания. Всем известно, что в мире ситуация, связанная с коронавирусом, весьма сложная. В связи с этим гражданам нужно соблюдать дистанцию 1,5–2 метра, личную и общественную гигиену, в частности, использовать одноразовые маски. Несколько раз в день мыть мылом руки и обрабатывать их антисептиком. Те продукты, которые вы покупаете в магазине или на рынке, мыть в проточной воде. К сожалению, в последнее время на территории Республики Таджикистан население проявляет беспечность. Республиканский штаб по усилению противоэпидемических мер по предотвращению распространения новой инфекции COVID-19 принял соответствующие решения, в том числе по усилению координации деятельности соответствующих министерств и ведомств по контролю за соблюдением населением правил личной и общественной гигиены, контролю над обслуживающими и культурными центрами, принятию строгих профилактических и противоэпидемических мер, соблюдению санитарно-гигиенических правил, профилактики и противодействию эпидемии во время торжеств и обрядов, церемоний погребания, а также принятия необходимых мер во время международных рейсов для предотвращения распространения инфекции коронавируса. Предпринимательство – двигатель экономики. Доля частного сектора в валовом внутреннем продукте Таджикистана составляет более 70%. Правительство страны расценивает вклад частного сектора в национальную стратегию развития на период до 2030 года как ведущую силу устойчивого экономического развития, как главное средство обеспечения национальных целей и создания на этой основе условий для достойной жизни народа. О развитии предпринимательства в стране расскажет Карим Айдар. Посредством предпринимательства прежде всего обеспечивается занятость населения, рост конкурентоспособного производства, устойчивое экономическое развитие и повышение уровня жизни населения. Вместе с тем, развитие предпринимательства является основным источником дохода и стимулом для развития творческой и интеллектуальной способности людей, формирует средний класс населения, являющийся основной силой экономического прогресса. В последние годы в стране осуществлен ряд реформ направления экономического развития, направленные на снижение административных барьеров и вмешательства государства в деятельность субъектов предпринимательства. В частности, для налаживания свободного диалога между государством и частным сектором в целях ускорения экономической реформы был создан на высшем уровне консультативный совет по улучшению инвестиционного климата, деятельность которого позволяет напрямую предложить президенту страны свои идеи относительно улучшения инвестиционного климата и продвижение предпринимательской деятельности. В своем послании парламенту страны президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, обязал руководителей Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом, других министерств и ведомств, председателей областей, городов и районов расширить свою деятельность с целью привлечения прямых инвестиций, большего улучшения инвестиционного климата и развития предпринимательства, особенно для налаживания электронной процедуры рассмотрения и предоставления лицензий, разрешительных документов и сертификатов для предпринимательской деятельности и устранения субъективных факторов в этом процессе. Было поручено в дальнейшем осуществлять регистрацию инвестиционной деятельности в стране посредством полного внедрения электронной и цифровой системы и наладить в городах и районах республики
деятельность центров обслуживания предпринимателей и инвесторов. В нынешних условиях развитие цифровых технологий считается основой экономической конкурентоспособности. В процессе приватизации государственного имущества и осуществления индивидуальных проектов реконструкции структуры субъектов естественной монополии и крупных государственных предприятий до 90% государственных активов предоставляются частному сектору. В результате постоянной поддержки государства и правительства страны в настоящее время частный сектор развивается устойчиво, и на сегодня его доля в валовом внутреннем продукте составляет более 70%, а в деле обеспечения населения рабочими местами его вклад достигает 68%, налоговый доход, государственный бюджет 80%. В настоящее время для развития различных социально-экономических сфер страны реализуются 70 государственных инвестиционных проектов на общую сумму около 40 миллиардов самани. Только в 2020 году было подписано 29 инвестиционных государственных соглашений на сумму 10 миллиардов самани. С 2013 года до сегодняшнего дня правительство страны с отечественными и зарубежными компаниями подписало 17 соглашений по прямому инвестированию, в рамках которых созданы 15 новых производственных предприятий на общую сумму более 10 миллиардов самани, благодаря чему более 7 тысяч жителей были обеспечены постоянными рабочими местами. В стране принимаются меры по созданию металлургических горнообогатительных предприятий, а также предприятий по переработке цветных и драгоценных металлов до конечной продукции. Развитие машиностроительной, текстильной, пищевой и фармацевтической промышленности. После обретения независимости политика государства в сфере промышленности коренным образом изменилась. Основное внимание стало уделяться укреплению производства и экспорту готовой продукции путем внедрения новых технологий, широкого использования источников местного сырья, его полной переработки и всестороннего использования трудовых ресурсов. В результате этого только за последние 5 лет внутри страны было произведено импортозамещающей продукции на общую сумму более 44 миллиардов самани, что способствовало резкому снижению зависимости продовольственного рынка от импортирующей продукции. Целью постепенного увеличения объема производства конкурентоспособной промышленной продукции, ускоренной индустриализации страны объявлена 4-й национальной целью. В стране принимаются оперативные и конкретные меры с целью обеспечения развития фармацевтической промышленности и подготовки специалистов, наделенных способностью использования современных фармацевтических технологий. Таджикистан обладает богатыми запасами различных минералов, таких как черные, цветные, драгоценные, редкие металлы, самоцветные и декоративные камни, уголь, объем которых составляет сотни миллиардов самани. В настоящее время в Таджикистане открыты и изучены более 600 рудников и 800 месторождений, в которых имеется более 60 видов минерального и неминерального сырья. По словам специалистов, в 1991 году в стране было зарегистрировано всего 358 промышленных предприятий. Только в 2020 году были построены и сданы в эксплуатацию 300 новых промышленных предприятий и цехов с более чем 6500 рабочими местами. В результате в прошедшем году количество промышленных предприятий достигло 2274, и в соответствии с намеченными планами в течение 7 будущих лет их число будет доведено до более 3500, то есть развитие будет составлять более 54%. Карим Хайдар, Дилшоди Хушвахт, телевидение, Таджикистан. В Канаде ликвидируют последствия мощного торнадо, обрушившегося на пригород Монреаля. В Майами частично обрушилось многоэтажное здание. На место происшествия прибыли 80 единиц техники пожарной службы Miami-Dade. Пока не сообщается, что могла стать причиной аварии. Уважаемые телезрители, это была вся информация, подготовленная к этому часу нашими коллегами. Мы не прощаемся с вами, оставайтесь с нами в нашем канале. Приятных вам новостей и до встречи.